Театр оперы и балета имени Джалиля объявил о предстоящих планах. Как говорят в театре, ставка на дорогостоящие проекты будет продолжаться с учетом европейской практики развития балетного оперного искусства. Новый проект «Балет Золотая Орда» начинается с нуля, и это самое сложное задание для театра на сегодняшний день. Кстати сказать, затраты на постановку одного оперного спектакля начинаются от суммы в 5 миллионов рублей. Дмитрий Пивоваров продолжит тему. На сегодняшний день история о Золотой Орде, ханских войнах, восточной роскоши и влюбленной паре, вокруг которой строится действо, станет самым густонаселенным проектом. Ведущие солисты, кардебалет, хор, миманс, работники художественно-постановочной части и воспитанники Казанского хореографического училища вновь встретятся на одной площадке. Работа идет в таком темпе, что солисты приходят домой почти что ближе к ночи. Но, как говорится, сель-ля-ви, до премьеры осталось 1,5 недели. Сколько у вас остается времени, скажем так, на личную жизнь после Золотой Орды? Сейчас скажу. 23 минуты 57 секунд. Да нет, у нас вообще на самом деле не остается времени, потому что с утра мы уходим, с 10 до 9 вечера мы здесь, постоянно на репетициях. В 9:30 мы дома, покушали, легли спать. То есть ни на телевизор, ни на кино времени нет? Ну, на книги еще есть время, но все остальное вообще не хватает времени. Пока еще артисты не могут с точностью сказать, какова общая сюжетная линия. Постановщик Георгий Ковтун постоянно вносит коррективы. Здесь больше дуэтов, такая любовь, лирика, больше танца, что ли, такого, романтика, то есть присутствует. В «Спартаке», как больше физической нагрузки, наверное. По словам работников творческой команды, редактировать сюжет и, соответственно, музыку приходилось уже трижды. Переставляются номера, переставляются из каких-то картин в другие уходят. Но ситуативно, очевидно, ему нужно это для постановочных каких-то моментов. Собственно, от этого музыка, в общем-то, не исчезает, она переходит в другие картины. Вслед за балетным блокбастером в театр придет оперный хит «Севильский цирюльник» в трактовке знаменитого режиссера Юрия Александрова и балет «Кармина Бурана» в постановке еще одного представителя города на Неве Александра Полубенцева. Гастрольный вояж оперы начнется уже с октября. Что касается евро-тура-балета, то он практически не будет отличаться по географии. Европейцы предпочитают топовые названия и готовы поглощать «Лебединое озеро», «Щелкунчик» или «Спящую красавицу» в неограниченном количестве. Сегодня мы ставим «Золотую Орду». А утром сегодня был Владимир Викторович Васильев, то есть рассматривалось музыкальное произведение, это си-минорное месса Баха. Это не балет, но такой синтез жанра. Здесь есть хоровое искусство, симфоническая музыка и хореография, которую будет осуществлять Васильев. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».